Добрый вечер. На СТС.коме вопрос с пристрастием. Я Татьяна Борищевская. В конце прошлого года Дмитрий Медведев объявил о реформе МВД. У любителей позлорадствовать над милицией тут же появился шанс для очередных шуток. Самим сотрудникам МВД не до смеха, каждого пятого сократят. Впрочем, скептики уверяют, что ничего кроме имиджевых перемен не будет. Что думает об этом предприниматель и председатель общественного совета при МВД по Коми Павел Поташов, сейчас узнаем. Павел Валентинович Поташов, 53 года, родился в Печоре. Высшее юридическое образование получил в Санкт-Петербурге в Академии МВД. Затем вернулся в Печору и работал кинологом. В республиканском МВД руководил питомником служебных собак. С 93 года на пенсии за выслугу лет. С тех пор занимается зообизнесом. Что сейчас происходит в системе МВД? В конце 2009 года Дмитрий Медведев обрадовал тем, что подписал указ о том, что реформа неминуема, назвал несколько причин, аргументирующих свое решение. Сейчас получается, что каждый пятый будет уволен и сокращен. Я бы, наверное, не стал говорить каждый пятый, или каждый 20%. Третий, или каждый второй. 22%, если быть точным. Значит, что касается, будет ли уволен или не будет уволен, значит, мы знаем, что в любой структуре государственного управления существуют единицы, которые не укомплектованы. По различным роду причинам. Нет подходящего кандидата. Человек выбыл по естественным причинам, уволился или заболел, должность не заполнена. Просто штатное расписание? Штатное расписание существует, да. Но, естественно, эти люди на сегодняшний момент не принимаются на работу. Эти штаты не заполняются. Это одна сторона вопроса. То есть за счет этого будет сокращение, да? Мы как бы не будем говорить, идет сокращение, но мы говорим, что эти штаты не будут заполняться. Пока давайте ограничимся такой терминологией. Вторая часть, значит, люди по возрасту убывают. Люди убывают по естественным причинам. Люди дискредитируют звание работника милиции, увольняются по отрицательным мотивам. И должен сказать, что во всех субъектах Федерации, и в том числе и в Республике Коми, значит, министром поставлена, в частности, Республика, министром поставлена задача, значит, повысить требовательность и повысить уровень дисциплины. Вот особенно сейчас в эпоху реформирования. То есть, если ты пьешь на рабочем месте, попадаешь за рулем в нетрезвом виде, совершаешь должностные проступки, имеешь какое-то сращение с преступным миром, естественно, тебе место в органах навряд ли будет оставлено, да, так сказать. А почему оно раньше было ему предоставлено? Вот нет, просто сейчас, вопрос. Нет, у нас же есть в системе Министерства внутренних дел, как и в других силовых ведомствах, есть свои внутренние службы, служба собственной безопасности. Сегодня эту информацию не обладали, завтра информация появилась, то есть в таком контексте не так, что вот он до сегодняшнего дня там себе спокойно пил, значит, встречался с лицами, которые находятся под контролем органов внутренних дел, вел какую-то разгульную жизнь, а сегодня решили его сократить и нашли на него компромат и решили его уволить. Нет, это системность, это системность, да. Как бы, вот. Естественно, станет вопрос о том, что рано или поздно будет проведена, наверняка, мне кажется, будет проведена серьезная аттестация личного состава подразделений внутренних дел. Почему? Потому что мы сейчас много говорим о том, что нужны большие средства, и лейтенант должен получать там не менее 30 тысяч, там полковник не менее там 60 тысяч. Сколько сейчас получает милиционер, например? Вы знаете, до неприличия мало. Милиционер патрульной постовой службы со всеми наворотами получает примерно 9 тысяч рублей. Но нужно четко себе понимать. Или существуют силовые, или существуют силовые ведомства, где функциональная нагрузка, профессиональные аспекты примерно одинаковы. В других силовых ведомствах я не буду сегодня о ней говорить, но уровень заработной платы разнится в 2-3 раза. Это тоже как бы ситуация, которая подвешивает вот эту проблему. Она держит ее в воздухе. Почему там? Да. Но если это не реформа, а назревшая необходимость, то что же тогда реформа? Почему об этом сейчас говорят? Вы знаете, сколько ни говори, халва, да, слаще не будет. Ведь вот вопрос реформирования, это не президентом придумано, по большому счету. Это президент озвучил и проблему. А кто придумал? Народ. Время. Время, потому что, смотрите, и средства массовой информации этому немало поспособствовали, да. Это то, что нам показывают плохих Евсюковых, да? Показывают, что Евсюков, вы знаете, кстати, мне кажется, что это госзаказ. Нет, я не думаю, что это госзаказ, хотя существуют различные версии на этот счет, и средства массовой информации их активно муссируют. Я сегодня в рамках программы это говорить не буду. Кому это интересно, пусть зайдут в интернет или прессу почитают. Но когда произошли те трагичные события с майором Евсюковым, примерно в это же время один сотрудник милиции, выезжая на вызов, погиб при исполнении служебных обязанностей. Так вот, количество публикаций о майоре Евсюкове превысило в 20 тысяч раз информацию, в средствах массовой информации, извините, простите за тавтологию, значит, о гибели этого сотрудника милиции на посту. Это потому что публике нужна кровь. Публике нужна кровь, а кто эту кровь подает туда?
Вы понимаете, Знаете, это проблема, которая сегодня просто люди на сегодняшний день настолько хотят, люди хотят на сегодняшний день, вот мы настраиваем их на позитив, говорим, вот это хорошо, это хорошо, это хорошо, но о хорошем забывают, вот если сейчас кого-то спросил, быстренько вспомнит кучу плохих случаев, а спроси что-то хорошее, навряд ли он вспомнит это. В общем, нужен новый дядя Степа такой. Нужно придумать образ, нужно над имиджем хорошенечко поработать. То, что над имиджем нужно работать, вот, вы знаете, вот меня возмущает до предела один факт. Вот на одном из центральных каналов идет передача «Домашний адвокат». И если мы смотрим эту передачу, то она все время говорит о том, что работники милиции не профессионалы. Они совершают огромное количество ошибок, они на скамью подсудимых загоняют людей. И если бы только не адвокатский корпус Российской Федерации, тюрьмы были бы забиты невинно посаженными людьми. Бесспорно, есть судебные ошибки. Бесспорно, в стенах работников, среди работников милиции есть люди, которые, преследуя какие-то свои внутренние интересы, карьерного роста, чтобы начальник не ругался, фальсифицируют. И если доказано, что естественно, есть фальсификация при составлении уголовных дел, ну, это не доминанта, это однозначно. И когда на всех каналах показывают, что вот так проведено следствие, так работники милиции поступили. Все-таки это госзаказ. Ну, похоже. Ну, вы знаете, я мог бы, конечно, эту тему развить, если это было бы интересно. Есть поставленные цели. Наверное. Есть поставленные цели, наверное. И, конечно же, общество, взбудораженное проблемами Евсюкова, там, убийства постовым милиционером там, невиновного человека и так далее, и так далее, и так далее. Но я бы все же видел ситуацию в такой ипостаси. С одной стороны, негатив, но он должен быть уравновешен позитивом. А вам не кажется, что реформа, которую объявил Дмитрий Медведев, при том, что Минфин посчитал, что нужно будет 200 миллиардов рублей на эту реформу, а денег таких нет, сказал Алексей Кудрин, что все это сведется на нет? Или ограничится только таким? Вы знаете, вот фасад подремонтируют так? Мне как бы всегда было достаточно интересно наблюдать, когда Кудрин в своих газетных выступлениях говорит, или там на интервью, денег нет, потом идет заседание правительства, и там господин Путин говорит, найдите, Минфин, найдите денег. Важно понять для себя, что реформа не произойдет за один день. А за сколько, по-вашему? Ну, оценки, которые... Нет, это сокращение личного состава. Только сокращение. Понимаете, ведь мы же говорим о психологическом состоянии сотрудников милиции, мы говорим о повышении их культурного и образовательного уровня. Мы говорим о том, что милиция должна изменить приоритеты. Надо поменять не только какие-то приоритеты в милиции. Реформирование милиции отдельно, реформирование отдельной милиции само по себе не реформирует. Реформироваться должно все общество. В общем, реформировать нужно, и реформировать будем долго. Реформировать то, что мы будем делать, это не год и не два, это 100%. Это не только моя точка зрения, но я, как ни крути, не бывший сотрудник правоохранительных органов, и было много министров. Но вот, кстати, вы знаете, очень интересный момент такой есть. Вот мы о Советском Союзе либо говорим плохо, либо никак. И вот эти вот традиции, неважно какого строя, они должны переходить, и лучшее должно отбираться и переходить и на современном этапе. Конечно, трансформировать. Вы обратились к опыту прошлого. Вы как бывший милиционер. Да. Вот что самое приятное и что самое неприятное вы вынесли из той работы? Ну, уже сам факт того, что я сижу здесь, это говорит о том, что у меня была хорошая школа. То есть милиция, при всех там минусах каких-то, о чем сейчас много говорят, и приятное было то, что профессионализм достаточно высок, люди профессионалы, уровень дисциплины, это сформировало у меня на всю мою оставшуюся жизнь, вопрос требовательности к себе, требовательности к моим коллегам, если я с кем-то работаю. Ответственность за дело, которое тебе поручено. Самое неприятное, надо сказать, что тогда также по людям проходились, как проходится и сейчас. То есть в этой части ситуация, наверное, особо не поменялась. И больше, конечно, меня печалит то, что не было... Вот многие сотрудники милиции, уходя на пенсию, я отдал там милиции 30 лет. А что дальше? Почему обо мне нет той заботы, которая должна была быть? А у нас в стране каждый сам за себя. Человек, приходя в такое структурное подразделение, как Министерство внутренних дел, в любом регионе, неважно, в республике или коме, должен четко себе понимать, что он пришел, если он нормально дослужил Родине до определенного возраста, честно отдал свой долг, он должен быть оставшийся возраст чувствовать о себе заботу государства.
Вот если это будет, тогда в милицию пойдут люди, они будут работать. Если этого не будет, будет вот этот разрыв поколений, тогда, естественно, реформа ради реформы. В общем, тему мы с вами затронули очень большую, и явно не в рамках 12 минут ее нужно обсуждать. Конечно, да. Я полагаю, что у вас еще, наверное, будут и с другими моими бывшими коллегами или здесь сотрудниками милиции разговоры. Конечно, вопрос социальной составляющей – это один из главных. Человек должен быть четко уверен в завтрашнем будущем. Если он в нем уверен, это как в семье. Если ты уверен в жене, жена уверена в тебе, ты любишь детей, дети верят в тебя как отца, все по-зеленому. А если есть проблема, она накапливается. Если будет только реформирование с точки зрения сокращения количественного состава, возрастания нагрузки и при этом повышения заработной платы, я в такую реформу не верю. Вот когда реформирование делается вот как слон в посудной лавке, это тяжело. Поэтому я призвал бы наших уважаемых законодателей и тех лиц, от которых зависит принятие этих решений, очень вдумчиво и четко подходить к принятию каких-то решений, понимая отчетливо, что это может сказаться негативно на судьбах сотен и тысяч людей. Вот здесь нужно проявлять соответствующую осторожность. Павел Валентинович, вам спасибо, что побеседовали на эту большую и сложную тему. Всего доброго. На вопросы с пристрастием сегодня отвечал председатель общественного совета при МВД по Коми Павел Поташов. А мы с вами увидимся в следующий четверг. До свидания.